Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире передача «Спортивный клуб». Меня зовут Бекхам Магомадов, и сегодня у нас на самом деле очень важная такая тема, тема интересная. Мы говорим про вольную борьбу, и рядом со мной, в гостях у нашей передачи, а я в гостях у них, собственно, Джаа Умаров, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Чеченской Республики по вольной борьбе. Джаа, маршал. Джа, у нас, я сразу сказал, что важная тема, поскольку мы чуть-чуть затронем, собственно, и историю вольной борьбы, историю Чеченской Республики в период, сложный период, так сказать, двух военных кампаний. Ну и, собственно, к чему мы пришли, результаты на сегодняшний день и к чему, собственно, готовятся наши спортсмены. Джа, ты человек, который прошел все стадии, все видел. И, естественно, хочется, чтобы от, так сказать, первых лиц услышать историю, чтобы историю мы все знали, особенно подрастающее поколение. Расскажи, пожалуйста, вот сложный период для республики, как занимались вольной борьбой? Давай вот эти вот сложные 90-е, начало 2000-х расскажем про это. Самые такие сложные периоды у нас, вот этих военных действий в 90-е годы, потому что, как мы знаем, у нас две военные кампании были, поэтому и сам спорт, и другие у нас такие социальные сферы, они у нас очень сильно пострадали. Все школы, которые создавались при Советском Союзе, Центр олимпийской подготовки был, и другие, все эти наши учреждения, они сами с собой просто распались, потому что с федеральным центром был потерян контакт, поэтому эти центры, они подчинялись в то время, централизованно были. И в связи с этим многие наши ребята в советское время, которые боролись, они разъехались по другим регионам. И фактически у нас там юноши остались, остальные взрослые ребята у нас, которые сборная команды страны были, они все, буквально все разъехались, разошлись. И в связи с этим у нас не было выхода там на чемпионат мира, на первенство мира от сборной команды России. И пошел упадок вот именно в вольной борьбе. Мы и по другим видам спорта тоже. Такая ситуация была. Вот чисто, скажем так, на своей истории расскажи, чем ты в этот период занимался? Удавалось ли тебе тренировать? Тренировались ребята, которые сейчас, Садыка, Уваха, которые сейчас здесь, они у нас тренируют ребят. Они работали в то время, но условия были совсем плохие. Не могли там выезжать на соревнования, на сборы надо было ездить. И многие другие ребята там, которые работали, тренера. Я тоже в то время был тоже старший тренер Олимпийского центра в советское время. Но у нас финансирование все прекратилось, и ребята разъехались. Мы так вот работали где-то, как говорится, спонтанно там. В спортзалах, да, на улице? Где-то уже все, центра не было никаких, централизованных тренировок не было, в сельских местах, приспособленное помещение работали, вот так выживали. А насчет соревнований, как проводились соревнования какого-то республиканского значения, районного значения? Они турниры проводили, да, первенство республики проводили, турниры проводили, такие вот мероприятия были. Большие такие вот международные, там, всероссийские соревнования не было на тот момент у нас в республике, потому что конфронтация была вот из-за этого с федеральным центром. Нас там бывало, допустим, там на первенство России, но потом многие ребята за Баку выставляли, боролись, чтобы на первенство мира поехать. У нас такой случай был у нас. Ребята так только могли выход иметь на первенство мира. Постепенно, естественно, все это менялось, строились спорткомплексы, и, собственно, вот такой вот замечательный спорткомплекс республиканского значения имени известного нашего Багаева, тренера заслуженного. Мы сейчас, кстати, уважаемые наши телезрители, записываем интервью, нашу передачу именно в стенах данного спорткомплекса. Джа, расскажи, пожалуйста, есть ли все условия, которые нужны спортсменам, а именно борцам в данном спорткомплексе?
На сегодняшний день этот у нас специализированный комплекс. Здесь все условия для достижения высших результатов. В этом зале действующие спортсмены, Балтукай Анзор, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, призер мира, и многие другие ребята, победители первенства России, победители первенства Европы. В этом году у нас 4 человека стали чемпионами Европы среди юношей. Из сборной команды страны у нас были ребята, и Адлан Ибрагимов был, сейчас Халид Яхиев, призер чемпионата всей сборной команды России, Тамирлан Расуев, тоже член сборной страны, призеры Союза. У нас взрослые ребята сейчас на исходе, у нас основные ребята некоторые закончили, которые были победители Кубка мира, призеры мира, чемпионы Европы, Балтукаев, Джукаев Расул и другие ребята, которые уже закончили свое выступление. А сейчас молодые ребята у нас, подрастающее поколение, молодежной команде у нас несколько ребят в составе сборной команды, молодежной команды, в юношеской команде у нас много ребят в составе сборной команды. Они на первенстве Европы 4 чемпиона были, а по старшим юношам 2 призеров первенства мира были у нас, ребята с этого зала. И все условия здесь есть, потому что тренировочный центр, есть восстановительный центр, и сауна, все, и специальное общежитие есть, гостиница, где ребята могут на сборах здесь быть, и все условия там, проживание, питание, на сегодняшний день отличные условия для подготовки к любым стартам. Жа, если брать старшую сборную, сколько человек тренируется, и сколько человек у нас в составе получается? Сборная команда, здесь обычно сборная команда, здесь тренируется со всех районов, ребята приезжают, когда сбор у нас обычно бывает 50 человек, сбор, когда когда соберутся. А так ежедневно на тренировочные занятия здесь присутствует 40 человек, когда как они. А ударные дни у нас вторник и в пятницу у нас ударные дни, когда мы тренировочные схватки, соревновательные схватки проводим, в тот день здесь собирается где-то 67 человек даже бывает. Сегодня, я так понял, был игровой день, баскетбол. День, да. И у нас 2 старта, у нас в Хасаюте международный турнир, молодежный международный турнир, там проводятся ребята туда, и всероссийский турнир Адиевский в Владикавказе. Туда тоже у нас одна команда туда едет завтра, и другая команда едет в Владикавказ, а одни в Хасают должны поехать. Поэтому сегодня такой разгруз, игровой день, они сауна, вес подгоняют, поэтому такой у нас сегодня. Да, и, конечно же, я думаю, интересно всем, я думаю, будет. На сегодняшний день в Чеченской Республике борьба, если брать с другими регионами, примерно, если составить такой шорт-лист, на каком месте будет? Из регионов, если по российским регионам, мы там всегда в пятерке, там первый Дагестан, Осетия, и потом мы идем. На твой взгляд, ты упомянул, что некоторые наши такие прославленные в современное время спортсмены, они уже уходят. Какие имена ожидают в ближайшие годы, какие имена проявят себя? Назови несколько. На кого стоит обратить внимание? Молодые ребята, Ахриев, Адам, Нухаев, Шамхан есть у нас, ребята, Мусаев, Келаб, есть ребята, которые, они могут буквально, Байтукаев, Магомед, который на первенстве мира по молодежи в тройке он был, он чемпион России молодежный. И многие другие, и Хатуев, он Турпал, он чемпион Европы по молодежи. Мы на них возлагаем большие надежды. Эти ребята, они победители первенства России, призеры Европы и мира по молодежи. Они могут, в следующий олимпийский цикл 100% они могут претендовать даже олимпийскую команду, я думаю. Они перспективные, одни из лучших ребят. Да, но насчет выездов, насчет международных стартов, как сейчас дела обстоят именно у
Федерации вольной борьбы России насчет выездов? Ну, у нас вот, да, 2 года нас не выпускали в связи с вот этим ВСУ, короче, не пускали нас, не допускали. В этом году единственное, вот в этом году пустили по юношам на первенство мира и по молодежи на первенство мира пустили. Взрослая команда боролась на чемпионате мира. Но там в связи с вот Олимпийскими играми это еще вопрос нерешенный, там пока это вопрос открытый. Вот, а так 2 года нас почти не пускали никуда. Но потихоньку двери открывают. Да, ну потихоньку, ну куда денутся, все равно, я думаю, это вот сейчас вот, на первенство мира наши там борцы лицензии взяли, кроме 2 весовых категорий, так и лицензионный был чемпионат мира. Я думаю, что это положительный вопрос решится, и да, могла там будет участвовать российская команда. Ближайший такой международный старт когда ожидается? Ближайший международный старт в январе месяце будет Гран-при Иван Ярыгин, где обычно отбор идет на чемпионат Европы. Команда отбирается, всегда у нас там было. Там всегда хорошо выступали наши ребята, выигрывали, оттуда попадали на чемпионат Европы. Это такое отборочное соревнование, Гран-при Иван Ярыгин, международный турнир. В Красноярске ежегодно проводит. Он 25, 26, 27 января 2024 года будет. Ну, Ярыгинский турнир, да, многие хоть как-то смотрят, интересуются старт, борьбой, да, знают про этот турнир. И как к нему готовятся наши спортсмены? Какие у вас ожидания на данный старт? Ну, мы там рассчитываем, у нас там на сегодняшний день такой, пока очень ярко борется, это Яхиев Халид, короче, призер чемпионата России. Он подряд 2 турнира сейчас выиграл. Он претендент на золотую медаль этого турнира. У нас тяжеловес Расуев, прошлогодний призер, серебряный призер чемпионата России. Он тоже будет туда готовиться. Вот он, Садулаев Муслим, тоже победитель этого турнира и призер Европы. У нас несколько человек, которые могут на этом турнире выступить очень удачно. Мы рассчитываем на хороший результат. После этого уже чемпионат Европы. Да, и там еще молодежные вот ребята с молодежной, вот, которые мы называли, молодые. Вот один, кто-то из них может тоже там хорошо выстрелить. Да. Но мы их, они должны там бороться, потому что от молодежной команды обычно на Ярыгинской допускают ребят. Естественно, мы, конечно же, будем болеть и ждать результатов. Да. Чемпионат Европы, то есть после Ярыгинского чемпионата Европы, он когда состоится? Чемпионат Европы в апреле месяце будет, где-то 1 числа в апреле. Этот чемпионат, он обозначен в Сербии, ну, вот, не знаю, может, там другой, если там обычно они меняют, если там обычно, как получается, если шенгеновская виза обычно нашим не дают, то делают его там, переносят туда, где можно, чтобы команда участвовала. Отлично. Я думаю, и на чемпионате Европы вот мы тоже выступим. Тоже, да, выступит. Да. Вот, думаю, что будет так. Джа, Дейл Рейс Хилл, что ответил на наши вопросы. Мы, в свою очередь, постоянно следим за результатами, за новостями. И, естественно, вольная борьба – это один из видов, который прославляет чеченский спорт. Естественно, мы всегда смотрим и ждем от вас результатов. Дейл Рейс Хилл. Я хотелось бы еще дополнить, что, естественно, мы будем часто встречаться и обсуждать вольную борьбу Дейл Мулла. Да, Мулла. Хочу еще раз в конце поблагодарить Рамзана Ахматовича. Он человек спортивный, всегда спорт любит, везде нас поддерживает, создает все условия. Также Адаму Султановичу Еремханову и нашему президенту, легендарному борцу, 3-кратному олимпийскому чемпиону Бувайсар Сати Масана. Они всегда нас поддерживают, поэтому от нашего спортивного коллектива борцовского мы выражаем благодарность всем. И вам тоже, что пришли за интервью, за все. Уважаемые телезрители, на этом у меня все. Смотрите передачу «Спортивный клуб» каждую неделю на канале Война. Ади Голд.